Необычную премьеру готовит своим зрителям башкирский театр кукол. Главный герой будущего спектакля – это слепой щенок. Постановка явно затронет проблему людей с ограниченными возможностями здоровья, но детали сюжета пока не раскрываются. Все цеха уже приступили к изготовлению кукол и декораций. За творческим процессом наблюдал Александр Калинченко. Не раз и не два приходится корректировать угол сгиба стальной проволоки, прежде чем найти верный. Кукольная механика требует точности, чтобы рот лягушки не болтался и прикус был правильным. Такой мастер на все руки, как Андрей Волков, справляется с задачей быстро. Где-то час-полтора, наверное, где-то. Полтора часа? Ну да, для того, чтобы она нормально открывала, закрывала рот, нужно все точно подогнать. Лягушка – важный персонаж будущего спектакля, но главным героем является щенок. Постановщики стремились избежать любых аллюзий к известному советскому мультику о голубом щенке. Поэтому голубыми в будущей сказке будут мыши. Щенок же светло-фиолетовый. У него двигается нос и двигаются уши. Осталось добавить симпатичному персонажу лохматости, прорисовать некоторые детали. А вот глаза у щенка так и останутся закрытыми. В этом, пожалуй, главная необычность и основная идея будущего спектакля под рабочим названием «Свет в подарок». Задача рассказать детям о том, что бывают и такие дети, незрячие, слабослышащие, с ограниченными возможностями. Хочется, чтобы дети не были жестокими, чтобы дети были добрее друг к другу. Репетиции еще не начались, зато в театральной мастерской кипит работа. Комната полна кукол на разной стадии готовности. Всего их будет 20. Пока наиболее полное представление о будущем спектакле дают эскизы художницы Натальи Кайдаловой. Словно в пику теме постановка обещает быть зрелищной. 14 сцен будут причудливым образом сменять одна другую. Планируется много обманывающих восприятие зрителей игр со светом. Ветви деревьев им представляются злыми, даже выглядят как молнии. Но потом оказывается, что там совершенно не страшно. И оказывается, что ветви деревьев – это цветущие растения. Это одна из тех хороших историй, над которыми хочется работать долго, говорят художники и артисты. Благо, что время позволяет. Спектакль впервые покажут в День защиты детей. Александр Калинченко, Радмир Халитов, Россия Культура, Башкортостан.